Друзья, приветствую вас на своем канале Словения с Хельга Вайт. Перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. По данным американской неправительственной организации Freedom House, Словения добилась прогресса в сфере прав и свобод. Словения, которую характеризуют как свободная страна, набрала 96 баллов из 100 возможных. Что же повлияло на такой высокий рейтинг? Во-первых, в Словении не так давно прошли выборы, и правящую партию СДС во главе с Янезом Янше сменила другая демократическая партия во главе с Робертом Голобом. Во-вторых, в 2022 году в Словении прошли президентские выборы. И впервые за всю историю Словении президентом страны стала женщина Наташа Пирц-Мусар. А в-третьих, в Словении легализовали однополые браки. И вот эти три события повлияли на высокий рейтинг. Но, к сожалению, в Словении также наблюдается высокий рост коррупции. И высокая коррупция не дает, конечно, Словении подняться на самый верх этого рейтинга. Словенская семья из Новогорицы обратилась в полицию с заявлением о пропаже их 98-летней родственницы. Как позже выяснилось, 98-летняя женщина, которая большую часть своей жизни провела в Словении, решила полететь в свою родную Италию, на Сардинию, чтобы проголосовать. Видимо, 98-летняя женщина догадывалась, что ее семья будет против ее самостоятельной поездки в Италию, и поэтому она решила никому ничего не говорить. Она долетела на самолете до своей родной Сардинии, там взяла такси и добралась до своего родного городка, где встретилась с мэром своего родного города и приняла участие в голосованиях. Сама 98-летняя Мерседе Порко прожила большую часть Словении, потому что когда-то вышла замуж за словенца. В понедельник, 4 марта, в Любляне намечалось культурное событие. Должна была пройти опера «Мадам Баттерфляй» в 7:30 вечера. Но неожиданно зрители получили письмо от организаторов о том, что опера переносится с 7:30 вечера на 5:30 вечера. И почему же? Я, например, об этом не знала. Оказывается, в Европе действует закон, который ограничивает работу детей после 8 вечера. А так как в этой опере задействованы актеры несовершеннолетние дети, поэтому пришлось перенести оперу с 7:30 вечера на 5:30. Для меня эта новость была удивительной, потому что в России очень часто на культурных мероприятиях участвуют дети-актеры, и они работают без проблем до поздней ночи. У Словении есть шанс совершить революцию в пищевой промышленности. В городке Айдовщина появилась компания, которая будет разрабатывать и производить мясо в лабораторных условиях из стволовых клеток. Основателем компании является Ива Боскарол, который утверждает, что производство мяса из стволовых клеток позволит устранить проблемы производства и нехватки продуктов питания в будущем. Если говорить проще, то в первую очередь получают животные клетки немодифицированным генетическим естественным путем, не убивая животных. Как только эти клетки отобраны, мы помещаем их в культуральную чашу, где размножаем их при определенной температуре с добавлением питательных веществ. А когда получаем достаточное количество, стимулируем их начать объединяться в мышечные ткани. Честно говоря, для меня это звучит просто фантастически. Я не могу представить, как же это происходит на самом деле. Состав такой же, как у мяса, полученного от племенных животных. Но для улучшения вкуса и консистенции при желании можно добавить и жировые клетки. Поскольку это мясо выращивают в стерильной среде, и его состав можно контролировать. Например, оно не будет содержать антибиотиков, пестицидов или тяжелых металлов, пояснил исследователь Марко Ушай. А вы бы что выбрали? Настоящий гамбургер с говядиной или с говядиной, выращенной искусственно в лабораторных условиях из стволовых клеток животных?
У славянских банков был прибыльный год. Славянские банки получили почти 1,14 миллиарда евро прибыли до уплаты налогов, что на 109% больше, чем годом ранее. По итогам 2023 года общая стоимость жилищных кредитов составила около 8,15 миллиарда евро. Рост потребительских кредитов был значительно выше. Их общая стоимость в прошлом году выросла на 290,7 миллионов евро. Продолжается также рост денежных депозитов. В прошлом году вклады населения увеличились на 2,8% или на 729,8 миллиона евро. По итогам 2023 года общая балансовая сумма банков составила 53,8 миллиарда евро. Но, к сожалению, по-прежнему российским гражданам невероятно сложно открывать банковские счета в славянских банках, уже не говоря о получении кредитов. 1 марта все европейское общество следило за событиями в России, а именно за похоронами главного оппозиционера Кремля Алексея Навального. Как ни старалась российская власть провести похороны Алексея незаметно, у них ничего не вышло. На похороны вышло несколько десятков тысяч человек. И кадры с похорон облетели весь мир. Славянское правительство и славянские граждане выражают огромное соболезнование семье Навальных. И, конечно же, мы не можем обойти стороной новость. Юлия Навальная будет продолжать дело своего убитого супруга. На заседании в Страсбурге депутаты Европарламента отдали дань уважения недавно скончавшемуся российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Юлия Навальная в Страсбурге призвала европейских политиков к более серьезной борьбе против российского режима и против Владимира Путина. Европейские политики встретили ее речь овациями стоя. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в понедельник в Любляне? Завтра в Любляне от +5 до +16, облачно с прояснениями. Спасибо. И вам спасибо, вы делаете меня счастливой. К слову скажу, что у нас уже наступила настоящая весна и постепенно появляются листья на деревьях. Друзья, не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!